Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня мы с вами поговорим об очень вкусном напитке, у которого есть миллионы, я бы даже сказал, наверное, миллиарды поклонников. Те, кто начинает утро с этого напитка, их действительно очень-очень много. Я говорю, конечно, о кофе. Кофе бывает разный, от 3 в одном и растворимого до шикарных зерен и молотых сортов различного кофе, привезенного из разных стран. Но мы сегодня будем говорить о профессии бариста, и я надеюсь, что к концу сегодняшнего выпуска научусь готовить классный кофе. В этом мне поможет Артем, он профессиональный бариста. Приветствую, Артем. Приветствую. Вот, ну, кто такой бариста? Бариста – это человек, который готовит вкусный кофе для наших посетителей, покупателей, да, как бы, чтобы люди пили с утра на работу пошли бодрыми и сами для себя удовольствие иметь, как бы, с этого. Вот. Скажи, почему ты выбрал профессию бариста и как давно ты уже этим занимаешься? Я вот с этим, именно бариста мне понравилось в том, что я раньше работал в кофейне, вот, шоколадница, да, сейчас. Я оттуда начинал, сейчас работаю шефом-бариста кофейни «Бодрый день», вот, около 7 лет. И оттуда и мне понравилось, как люди готовят именно латте-арты, да, на кофе, капучино. Мне нравится само искусство. Само это бариста это искусство, да? Искусство творить. То есть искусство создавать и искусство придумать для тебя, для себя что-то новое. Вот. И у них бывает типа очень разных вкусов. Типа есть капучино, классический кофе, да, с молоком, есть латте, также есть американо, горький кофе, вкусный, с добавлением горячей воды. И оно очень сильно помогает человеку просыпаться, стать более-менее энергичным. Вот. Отлично. Ну что, давай перейдем, наверное, вот к этому агрегату. Это аппарат, это в основном я знаю, что он стоит в кофейнях. Вряд ли у кого-то дома есть такая машина. И почему вот нельзя, допустим, в ресторане или в кофейне, да, допустим, пользоваться обычными кофеварками, грубо говоря? Обычные кофеварки, они не выдерживают поток, как бы, да, вот. А в ресторанах или кофейнях такие стоят, потому что они идут на большой поток, объем людей, да. Потому что люди там идут, чтобы пить, взбодриться, да, чтобы себе настроение поднять. А также, как бы, если вот готовить на маленьких кофемашинах, они просто не выдержат и поток людей, и как бы качество тоже будет плохо. То есть это, грубо говоря, уже такой промышленный масштаб, и вот эта машина может выдержать много-много-много кружек кофе. Кружек кофе, да. Отлично. Что самое базовое, вот с чего начинает обычно обучаться бариста? Что нужно вот научиться готовить, а потом уже как бы идет уже дальше, как бы уже развитие самого бариста? Развитие самого бариста идет, от самого бариста, да, как бы из чего начинается утро бариста? Утро бариста начинается с приготовления классического кофе эспрессо, да? Это самый распространяемый кофе, не только распространяемый, самый, как вам объяснить? Базовый, да, где есть только экстракция кофе, это 35 и 60 литров эспрессо, как называется. Вот. И оно очень вкусное и раскрывает именно вкус кофе. Вот. И это для ценителей, любителей, они пьют эспрессо. Вот. Ну, с чего можно начать? Можем начать сейчас с приготовления эспрессо. Сейчас есть, называется вот это у нас холдер. В нем варится именно молотый кофе. Вот, зерно, да? Отсюда выходит, есть виды, двойная рожка и одна рожка. Типа, есть вот это называется рожки, называемые бариста, да? И оттуда выходит эспрессо, экстракция. Экстракция это вкусный кофе. Уходит вкусный кофе под давлением горячей воды. Это называется экстракция. Вот. Экстракция это эспрессо, концентрированный кофе. Да? Вот. И сейчас вам покажу первый эспрессо, как готовится у нас. Вот. Это у нас кофемолка, где отсюда выходит наша молотый кофе.
Мгм. Так, это у нас одна порция молотого кофе. Мгм. Это идет у нас на двойной рожке. И Вот эта порция для одного стакана. для одного стакана. Ага. Вот. Мы его выравниваем по всему портофильтру. У нас вот это называется портофильтр, мы его выравниваем, чтобы была равномерная экстракция кофе. Мгм. Да? Вот. Да. Также у нас есть такой, называется выравниватель. Он у нас выравнивает по портофильтру зерно. Да? Мы его так крутим, и она вот такая ровно становится. Мгм. Вот. И у нас есть вот такой вот темпер. Темпер это давление на сверху отдает. Как пресс, да? Да, как пресс. Прессует кофе, зерно. Один раз нажали, и все. У нас получается вот такой. Вот. То есть, получается, молотый кофе мы взяли и запрессовали. Запрессовали, да. То есть он должен быть такой под давлением. Да, под давлением. Ага. Вот. И ставим у нас есть также вот кнопка для пролива, называется пролив. Пролив. Да, пролив. И мы после спускаем горячую воду, чтобы здесь накапливается горячая вода. Мгм. И после этого мы ставим холдер на рабочую группу. Ставим и нажимаем секунду. У нас вот идет здесь экстракция. Это концентрированный кофе. Горький, вкусный. И также можно его там почувствовать разные сорта вкусов зерна. Вот. И Ну это мы сейчас для примера сделали, да? Тут обычно как бы кружка, да? да, Чашка стакан уже ставится. стоит. Да, Ага. мы показываем вам для наших зрителей, что такое эспрессо. Это концентрированный кофе, вкусный. И бывает, типа, вот здесь можно почувствовать разные эти вкусы печенья, шоколада, орехов. И можно вот на этом на эспрессо можно почувствовать. То есть Да. уже это зависит от сорта кофе, От сорта да? кофе, от да. зерен. Мы пользуемся в основном индустрия российская, да, типа Мгм. кофейной сферы, они пользуются 100% арабикой. Мгм. Вот. Есть также очень много разновидностей сортов. Да? Есть робуста, арабика, либерика, гейши. Это можно посчитать вот до 300 сортов. Да? Мгм. Вот. И у нас в России в общем пользуются со смесями или 100% арабикой. Мгм. Вот. Средние обжарки. Ты, кстати, сказал вначале, что здесь бывает вот два, да, слива, как бы, и бывает один. Да. Какой-то несет роль? Да, Приготовление. это у нас есть вот рожки, да, вот мы как называем рожки. Мгм. Это двойная рожка называется. Есть Мгм. одинарная рожка. Оно дает для маленького количества объема кофе. Да? Типа, То есть еще меньше, грубо да. говоря, как вот половина да, вот этого, да? чуть меньше этого, да, будет. Мгм. Ну, не чуть, а значительно меньше. То есть, грубо говоря, это можно попробовать, да? Да, Сейчас. попробуйте. Сейчас это у нас качественный зерновой кофе. Мы Да. перемололи, Перемололи. и на профессиональной кофемашине получилось, ну, здесь в унциях где-то миллилитры есть, да? Где-то примерно 22. 22, и тут тоже 22, Здесь тоже, да? да, примерно Ага. так же. Так, ну давайте попробуем. Сейчас у нас практически уже утро закончилось, сейчас день, да? Да. Как будто такой шоколадный вкус. Ну, Более-менее. чуть-чуть есть, да? Немного кислинки такой какой-то дает. Да. Слушайте, ну действительно, кофе, который, допустим, я готовлю дома, это вот совсем другое. Это совсем другой вкус. Сейчас к концу передачи у меня вот такие глаза очень активные. Здорово. Так, ну, а вот, кстати, вот мы сделали достаточно много было туда положено молотого кофе, да? Да. Ну, например, второй раз можно Нет. пропускать? Нельзя, так нельзя. Это основные правила. Это каждому гостю должно быть новое. Да. То есть, ну я просто иногда бывает даже одним пакетиком чая завариваю 2-3 стакана. Да? Это так чисто в экономических целях я спросил. Хорошо, то есть, давай, я тогда сейчас могу попробовать сделать то же самое. Да. Мгм.
Так, вот Вот это мы... в какую сторону? Вот в эту сторону. Сюда? Да. Вот Так. снимается. И вот сюда Вот, выкидываем. кстати, очень горячая. Да. Тут ничего не вывалится, Не, я не просто... вывалится. Просто вот постучите. Все, вывалилось. А, и все, и вот Да, практически как плашка такая выпала. да. Так, И мы каждый раз протираем холдер угу, тряпкой, да? угу. Тряпкой, салфеткой. Чтобы она была сухая, чистая. И только потом можно заново варить кофе. Угу. Так, Держи. так, я помню, здесь нажимаем кнопочку, да? Да. Так, какую? Сюда? Вот так. Ой, Не, а, мешай. Чуть-чуть, немножко подольше подержите. еще подольше? Да, подольше. Все. Да. Так, и теперь... вот держим сюда, вот так. Угу. И можно вот, да. А, надо подбивать. Рычаг, да. Ух ты. Главное не переборщить. Хватит, да? Или еще? Еще чуть-чуть. Еще? Еще. Угу. Ага. Вот. Так, теперь мы... я помню вот этой, да? Не, вот сперва выравнивайте вот руками. Да. И потом И потом вот это выравнивателем. так, кручу вот по часовой Так стрелке. берете, ага. И все. У вас выровнялось. И вот, когда вот держите темпер, да, вот, есть основные тоже правила наши. Держите вот, ложите вот так, ну, типа... Вот его. Да, вот так, ага. Так. Вот так, и немножко палец вот так, распашку. Да, вот, Распашку? вот так, да. Ага. Ага. Это И для чего? И потом там это будет для вас выравнивать именно под, как там, таблетку. А, Да. Это называется у нас таблетка. Сильнее. еще сильнее? Да. А, до упора. До То есть упора. это, грубо говоря, такой некий, как сказать, предохранитель. Да. То есть, чтобы не пережать и не дожать. дожать, да. А, здорово. Так, затем ставим Стоп, сюда. стоп. Нет? Рано. А, Пролив. делаем пролив. Всегда делается, да? Всегда пролив? делается пролив. А, я видел. То есть предыдущее кофе оставила там, и она как бы должна слить. И оно должно слить. Мгм. Теперь Вот, в эту сторону. так. Да. Ну, бариста профессионально это делает, наверное, закрытыми глазами. Так, Ну. давай, может быть, давай сделаем уже кружку, и потом на нее Рисуем, да? сделаем что-нибудь, Да. да, Давайте типа вот здесь вот поставим. другой вид кофе. Вот так. Да? Мгм. И И включаем. включаем. А зачем секунды надо было? Это у нас измерение пролива идет. А куда я должен нажать? Вот сюда, да? Вот это, да. ага. Одновременно нажимается? Сперва вот это, потом таймер. Так, так, раз, и нажимай. Да. Не нажалось? Ага, пошло. 25 секунд 25 секунд. должно проливаться. Да. Ага. По идее, он пока не выключишь, он может вечно как бы Да, лить кипяток. Лить кипяток. Ага. Смотрим на таймер. 10, На 9. 9, 8, Спичи 5, 4, 3, 2. Она запикает, да? Вот. Все по времени. Четко времени. 25 секунд. Так, ну, значит, допустим, обычно, допустим, человек приходит, заказывает эспрессо, ему дают просто вот так. Да. Сахар нужно ли добавлять в кофе? Это от вкуса. Так, что надо делать? Стоп. Вот это? Да. Мгм. Это зависит от вкуса, да? Мгм. Типа человек любит, некоторые любят с сахаром, большинство, ну как бы некоторые любят без сахара, да? И мы там добавляем сколько ложек или сам человек добавит. Мгм. Вот. Ну, просто есть такие люди, которые действительно, у всех вкусы разные. Да. Я услышал такое мнение, что я даже там ни сахар, ни молоко не добавляю, пью вот кофе, как он есть. Да. Ага. Так, значит, у нас эспрессо. Здесь, получается, почти 50 миллилитров, да, 50 выходит? литров, да. Мгм. Виды дальше уже идут, я знаю, латте. Ну, вот капучино мне, например, очень нравится, да, Ага. кофе. Ну, такой из моих любимых. Есть еще огромное. А, я вижу, кстати, тут подсказка есть. Американо. Американо что такое? Американо это черный кофе с добавлением горячей воды. А, то есть сюда добавляем Сюда просто еще до объема. Кипяток воды. Да. Ага. Ага. Капучино это у нас На молоке. с молоком. С молоком, взбитое молоко. А чем Да. отличается от латте? Латте это более молочный кофе. Да? Там больше молока. Там больше молока и меньше пены. А капучино там идет больше пены и половина молока. Ага. С кофеем.
Мокко. Мокко это идет, там идет шоколадный какао, кофе со сбитыми сливками на молоке. Теоретически мокко вкуснее, чем остальные кофе. Да, но он будет послаще. Слаще. Да, Ага. из-за какао. Хорошо. Но с этой частью кофемашины мы более-менее разобрались. Это получается самое основное, то, что выдает базу, да, Да, эспрессо. Да, да. Следующая часть, я так понимаю, это уже для Это для остального. взбивания молока, да? Мгм. Это у нас называется капучинатор. Мгм. Он- Капучинатор? Капучинатор, да. Как Либо терминатор. Или можно назвать форсунка, да? Форсунка. Ага. Он выдает такой вот горячий пар, Мгм. и оттуда у нас продувается, спенивается молоко. А, Вот. Да? Сейчас вам покажу, из базы, как взбивается молоко и как готовится капучино. Так, наливаем. Это называется питчер. питчер. Да. Может быть, чтобы 2 раза не повторять, может быть, я буду сразу, ты мне просто говоришь, Ага. а я буду делать. Хорошо? Давай. Так, будем так, чтобы экономить время. Значит, питчер. Питчер. Наливаем объем молока. Сколько? Тут надо сейчас доночек, почти вот доночек налить. Почти доносик. Стоп. Так вот, да? Да. Угу. Так, пока поставим. Сюда. Угу. Затем? Затем мы ставим на форсунке. Да, сперва пропускаем, также. да, пар, Мгм. и потом можем ставить. Ага, так, Вот. ставим. Вот так. Ставим? Да. Вот с этой стороны просто ставим. Давай поменяемся. Сейчас. Так, сейчас, значит, мы опускаем капучинатор Да. сюда. Капучинатор. Прямо в молоко, да? Прямо в молоко. Прямо в молоко. Да. И вот смотрим, у нас есть, для меня есть правило такое, есть. Мгм. Вот. Рисуем вот такой отсюда и вот так вот крестик. Да? Мгм. Ага. И должен быть в центре. Да, в центре должен Ага. быть. И оттуда можно вот сюда, видите? Вот, да. Долго? Не, я вам Один. скажу. Ага. Давай. Всё. Немножко так берем. Немножко нагреваем молоко и включаем потом на полный. Потом берем, немножко пропускаем воздух внутрь и создаем воронку. Воронку. Да. У нас Так, вот. вот это, мне кажется, настоящее искусство. Я сейчас даже... то есть начали с центра, потом чуть-чуть подали воздуха, Да. И потом а потом пар, до конца. и еще вот так вот ее как бы сбили. Вот это уже достаточно. Это уже сбитка. достаточно для капучино. Ага. И потом, Так, затем... да, потом, сейчас пару минут. мы можем- еще не то, да? Один такой момент есть у нас, Ага. да? Берем, Стучим. включим, убираем Мгм. и крутим, да? У нас молоко должно быть такое глянцевое, воздушное, глянцевое, без пузырьков, да? Это уже правильное сбитое молоко называется. М. Вот. Так, давайте-ка мы нашим телезрителям сейчас покажем здесь. Вот такое вот у нас получилось молоко. Вот такая вот консистенция. Так, и затем мы... И затем мы наливаем на кофе. Вот этот весь объем заливаем сюда, да? А там не весь объем пометится, а какой-то объем останется все равно. Есть какой-то... просто наливаем. Просто наливайте. Ой, Да. так. Сверху наливайте тонкой стойкой. Примерно так, да? Да, еще, давайте еще. Ага. Ну почти все зашло. Вот. Это капучино. Это капучино. А, Вкусное, с пенкой, и он более классический, мгм, вкус для людей. мгм. А люди в основном берут капучино, латте, вот, из-за молока. Да, кстати, вот капучино мне нравится, там еще добавить сахара и... Или сиропа. Мгм. Отлично. Есть еще следующий этап, это, я забыл, как называется, когда рисуют разные Латте-арты. рисунки. Латте-арты. Это называется латте. Он рисуется на стаканах, от объема зависит, и также можно там нарисовать разные, профессионалы рисуют очень круто, да? Ну да, я видел. Да, они рисуют от сердечек обычных до космоса можно нарисовать. Видите, может человек А рисовать. это обычно входит как бы в цену кофе или это дополнительно? Нет, это какой-то как оплачивается? цену в кофе То ходит. есть как такой, Да. как
комплимент от Комплимент бариста, от да? бариста, получается? да. Ага. И люди видят на этом эмоции, да, настроение поднимается, то, что там ты подал красивый кофе и вкусный кофе. Мгм, мгм. И человек смотрит, вау. Хорошо. Так, ну что, друзья, сейчас на данный момент я научился за это короткое время, ну как научился, примерно понял, как делается эспрессо и капучино. Латте делается чуть по-другому, Чуть да, по-другому, получается? да. Сильно так не взбивается Сильно молоко. так не взбивается. Ага, ну в целом примерно похоже. Одинаковый, да. Хорошо. Так, а я вижу еще вот это что такое и вот это? Это у нас идет подача воды. Здесь... Просто холодная вода. Не, горячая вода. А, горячая. Горячая вода отсюда идет, вот такой. Мгм. Так. Также у нас идет, это называется рабочая группа. Мгм. Рабочая группа для холдера. Отсюда идет нагрев воды для эспрессо. Мгм. Поступает от шеи. А, это то же самое, что и вот это? Да, То есть это они можно делать одинаковые. сразу два Да. кофе? Ага. Вот. Мы только поработаем на одном рабочей группе и с одним холдером. А, и вот это то же самое, что... То же самое, По факту на этой машине могут работать два бариста, два бариста, грубо да, говоря. Все здесь как бы дублируется. дублируется. Мгм. Да. Круто. Так, ну что, сейчас давайте я попробую то капучино, которое получилось. Испытано на себе. Так, ну что, сейчас я добавил в капучино сахар, и чтобы тоже как бы не просто выпить это кофе, да, сейчас Артем примерно покажет латарте, да? Латарте, ну, такой черновой вариант, да, скорее всего? Это называется как бы рисунок, поверхность пены, да? Мгм. Ага. И латарт означает, типа, можно по-разному нарисовать. Можно и ложкой, можно и в самом взбитом Я молоке. больше видел вот как такого, как ты сказал, называется это? Пичери. С питчера, да, Да. рисуют. Ага. Мгм. Вот. Берем. И у нас немножко осталось молоко, вот, да, с пенкой. Мгм. Можно их вот так вот подложить сверху. Мгм. Мгм. То есть, грубо говоря, основная пена у нас такого цвета кофе, а мы добавляем, рисуем вот этим белым молоком. Да. Остатки пены, да. А какой самый сложный рисунок ты видел в латарте? Что прямо тебя прямо вообще удивил? Меня удивило, там очень корейский чемпион был, он нарисовал очень крутую фею. Фею. Да. С добавлением краски, пищевой краски. А, Прям идентичной феи, да? ничего себе. А я как любитель этого дела стараюсь делать Ух ты. красиво. Вот так вот А, можно ничего нарисовать себе. дальше. Классно. Это как бы сердечки. Это сердечки. Ну что, с любовью к нашим зрителям, друзья, я сейчас с огромным удовольствием попробую тот капучино, который сделал своими руками, и поделюсь обязательно впечатлениями. Такой. Вот у капучино есть такой, как-то мне нравится вот этот вкус. Он такой мягкий, воздушный. Воздушный, да. Мы, кстати, недавно заметили, что в большинстве передач «Испытано на себе» я кушаю. Там, будь это выезд куда-то на природу, всегда есть прием пищи. Вот сегодня я немного отошел от традиции и пью кофе. Очень вкусно. Вообще, можно ли в домашних условиях вот что-то подобное, ну, приготовить, Да. Для этого что нужно? Для этого вам нужно Ну, кофемолка. кофемолка, либо фреш-пресс, да? Это стаканчик такой. Френч-пресс. Это как вот Чай. заваривать чай. Заваривать чай, Ага, да. ага. Можно там немножко подогреть молоко, налить там количество объема, объем молока, подогреть и Мгм. немножко взбить. Мгм, Также, если у вас есть капучинатор ручной, да, есть, который мгм, батарейка идет, и тоже там можно взбить молоко, мгм. и можно и такой же капучино сделать. Да. Все понял. Пока я пью кофе, давайте мы не будем терять времени. Дело в том, что я буквально вчера, за день до съемок, запустил опрос небольшой
среди друзей и попросил задать вопросы профессиональному бариста. Сейчас я эти вопросы задам Артему, и он на них ответит, ну а я, соответственно, передам своим друзьям. Испытано на себе. Так, ну что, Latte Art. Сейчас Артем продемонстрирует рисунок, который он сделает прямо на кофе. Так, ну что, Начинаем. у нас, значит, база эспрессо и Молоко. добавляем пенку. Сверху топится. Маленькая. Сейчас будет вышка. Мгм. Можно нарисовать, добавить рисунок с ложкой. В целом, когда Артем вот как бы делает основные, как можно сказать, мазки, да, ложкой, все выглядит просто. Но вот когда он берет вот эту палочку, сейчас что-то Это- будет. Называется у нас карандаш или ручка бариста. Мгм. Там мы рисуем такие вот рисунки. Вот это у нас маленькая мишка. И вот так вот. Такая. Класс. Мышка и сердечки. Да. А самый простой, допустим, с чего я могу начать, например, обучение, ну, какой самый, на твой взгляд, простой рисунок? Это сердечко. Сердечко. Да. Это, по-моему, я видел его делают с помощью, опять забыл название, Спичер. спичера. Да, взбитое молоко. Мгм. Да. Давайте попробуем. Да? Испытано на себе. Друзья, ну что, сейчас снова мы сделали базу, это эспрессо и, соответственно, взбитое молоко. Ну, а теперь мы поменяемся в прямом смысле местами с Артемом, потому что Артем будет крупно снимать на камеру мой арт, а я, соответственно, буду пытаться сделать сердечко, да? То есть Да. сердечко — это самый базовый такой базовый рисунок. Да, для начинающих баристов. Так, держи. Так, Так. я наливаю молоко, немного держу. Как объясни-ка еще раз. Немножко под уклоном. Вот это. Вот так, да? Ага. И лью в одну точку. Немножко болтать молоко. Сейчас. Да, сейчас. Чтобы Ага. смешать пену с молоком. Да? Ага. Чтобы она более-менее жидкая была. Так. Вот. Затем лью, и потом что делаю? И потом делаете конец? резкий срез. Резкий насколько? Прямо. Ну, типа плавный такой плавненько. срез. Да. Ага. Так. Тонкой струйкой. Так, сейчас. Тонкая струйка в одну Тонкой точку. струйкой, да, в одну точку. Чтобы затопить молоко, пену внутрь. Сначала льется молоко, Да. потом Потом белая пойдет пена. Белая пена. Ну вот пена идет сразу с молоком. Ага. Наливаете, да? Теперь- И потом немножко отпустите молоко, питчер низ. Еще? Да, Вниз? да. Вот пошла пена, давай. Пошла пена и резкий срез. Уже? Да, надо. А? Оу. Бывает. Так, это, ну подожди, давай так. Можно же исправить, типа, ну я как будто такой начинающий бариста, но я же не буду кофе переделывать. Что можно сделать? Я здесь вижу. Так, сейчас. Так. Ну, что-то сегодня у меня рабочий день не задался. Почему не идет пена? Ой, как много. Так, ладно, это будут два больших сердечка. Так, и... Если так сделаю, получится сердечко? Ну, чуть-чуть посильнее возьмите, вот, так? поглубже, да, вот так. Ага, раз. Примерно. Так, а куда можно?
Так, что-то, ну ладно. И... Все пошло не так. Теперь я потерял канву. Так. Давайте сделаем так и вот так. Короче, это, я так вижу, это абстракционный рисунок, латте-арт от Руслана Чирова. Но какая была ошибка? Ошибка при наливании, когда вот наливаете, да, надо вот пустить, и потом, когда пятно появилось, и сразу срезать. Сразу? Надо было. Да. Ага. Вот, ну у меня что-то такое, да, не вышло. Но, тем не менее, друзья, так, Артем, давай. Ага, спасибо. Друзья, ну что, я думаю, что действительно, вот, по крайней мере, вот это действительно искусство по-настоящему, да, впрочем, как и профессия бариста. Если, например, ну, кстати, можно ли как-то вот с азов сразу варить вкусный кофе, да, то есть эспрессо? Да, можно. Если, ну, там надо все равно немножко подучиться, да, по пару дней. И тогда у вас будет после этого больше практики, да, и у вас будет очень вкусный кофе. Ну, если, допустим, это еще более-менее как-то можно достаточно в течение короткого времени, наверное, да, освоить, то вот арт-латте это что-то такое более сложное. Более сложное, как да. искусство. Ну, вы видели на моем примере, может быть, не знаю, в течение недели я бы, наверное, научился бы делать сердечки, но, тем не менее, хотелось бы поблагодарить, во-первых, Артема. Артем, большое тебе спасибо за отличную информацию, очень полезно. Кстати, меня сейчас так бодрит вот это кофе. Очень вкусный. И благодарим за помощь в проведении съемок кофе-точку «Пространство». Большое им спасибо. Ну и вам, друзья, за то, что вы посмотрели этот выпуск. И, возможно, кто-то из вас что-то интересное и полезное для себя из нашего выпуска подчерпнул. Ну и, конечно, пейте качественный вкусный кофе не только по утрам, но, конечно же, не перебарщивайте, потому что кофе это достаточно крепкий энергетический напиток. Все должно быть в меру. Поэтому до новых встреч, друзья, на канале Якутия 24 в проекте «Испытано на себе». Пока. Испытано на себе. Друзья, ну небольшой постскриптум. Дело в том, что во время съемок я забыл, наверное, задать самый главный вопрос, который, в принципе, даже для домашнего использования будет очень полезен. Вот в чем разница между крупным и мелким помолом? На мелкий помол пользуется именно вот на профессиональной кофемашине, потому что там идет экстракция другой. Это мелкий помол будет, да? А на крупный помол идет на альтернативных завариваниях, можно пользоваться крупный помол, потому что там идет другой сорт зерна и другой вкус будет при приготовлении. Вот. Это важно для каждого приготовления, это каждый другой помол, как бы, да. Ну вот, например, взять френч пресс, это, в принципе, дома можно сделать, да? Для него нужен крупный или мелкий помол? Там можно сделать средний помол. Средний? Средний помол поменять, да. А крупный он для чего больше? Ну вот если из домашних таких... Крупный помол пользоваться можно на кемиксе можно сделать. Либо на Кемикс это что? Кемикс это... Через пакет? Через фильтр, да. Через фильтр, бумажный фильтр. Проливается. Там можно сделать более крупный помол. Ну и сейчас профессиональному бариста, я думаю, можно задать такой вопрос, что такое кофе 3 в одном? Кофе 3 в одном это как сублимированный кофе, можно так сказать. Это там идет химия и с всякими добавками сахара, молока и все вместе это называется сублимированный. Вот. Это 3 в одном. То есть это как кофейный продукт, кофейный грубо говоря. Продукт, да. Можно для быстроты чуть-чуть взбодриться, выпить, и такого бодрости, как из настоящего кофе, вы не почувствуете. А растворимый? А растворимый тоже это как сублимированный идет. Ага. То есть, если вы истинный ценитель кофе, то я думаю, что вы уже точно пользуетесь чисто зерном, либо молотым кофе. Ну, а если еще нет, если вы пьете растворимый кофе, то, наверное, советуем вам попробовать заварить
хороший кофе у себя дома, либо прийти в кофе-точку, да, где-нибудь или в кофейне и попробовать, что такое настоящий кофе. Возможно, что вы станете ярым поклонником натурального, вкусного, бодрящего кофе. Еще раз до новых встреч, друзья. Пока. Проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24.